1996 году в Якутске был зажжен огонь первых международных игр «Дети Азии». И с тех пор соревнования такого масштаба на азиатском континенте проводятся раз в 4 года. В них приняли участие более 250 юных спортсменов из Китая, Таиланда, Южной Кореи, Казахстана, Тывы, Бурятии, Монголии, регионов России и Республики Саха-Якутия. Соревнования тогда прошли по 8 видам спорта. Было разыграно 224 медали, 72 золотых, 73 серебряных и 73 бронзовых. Кстати, интересный факт. Для самых первых игр лампаду с огнем привезли из самой Атланты, а сам огонь был доставлен с горы Олимп в Греции. У первых игр тогда еще не было официального флага и талисмана. Эмблемой и символом игр стал мальчик по имени Берген. Для многих спортсменов эти соревнования стали своеобразным трамплином. Многие навсегда связали свою жизнь со спортом и добились международного признания. Победами Георгия Балакшина, Александра Кантоева, Леонида Спиридонова и многих других спортсменов гордятся все якутяне. Кстати, вы сейчас видите исторический момент, когда победителю первых игр, дебютанту Леониду Спиридонову, вручают кубок победителя по вольной борьбе. Сейчас мы знаем его как именитого борца, чемпиона Азии, бронзового призера чемпионата мира, участника 2 Олимпийских игр. Сейчас Леонид Спиридонов занимает пост министра по физической культуре и спорту Якутии. А здесь, на этих кадрах, дебютант только начинает свою спортивную карьеру. А на момент этих съемок Георгию Балакшину, сейчас он занимает пост председателя постоянного комитета Государственного собрания и Тюмень по делам молодежи, физической культуры и спорту, было 16 лет. С этого боксерского ринга началась и его интересная и триумфальная карьера. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, чемпион Европы, многократный чемпион России признался, что для него эти игры стали родными и остались в памяти навсегда. Очень интересно сейчас смотреть эти кадры. Это живая история, появляется какая-то особая ностальгия по этому времени. Кадры почти 20-летней давности передают то настроение, атмосферу первых игр. Для спортсменов же, конечно же, это был новый спортивный вызов. А для зрителей первые игры «Дети Азии» были настоящим праздником спорта, о чем свидетельствует переполненный зрителям стадион Туймада. Давайте послушаем самих зрителей и участников первых игр 1996 года. Победа трудно доставалась? Да. Не очень. У меня 7 золотых медалей от моих учеников. Командой мы заняли 1-е и 2-е места. Большая перспектива очень у этих соревнований. И имеет смысл, конечно, развивать их. Даже необходимо просто-напросто. На вторые игры в 2000 году приехало в 6 раз больше участников. Это 1788 спортсменов. И было уже разыграно 135 комплектов медалей. А Якутск гостеприимно встретил делегации из 14 стран. Специально для игр в столице построили стадион Туймада, ледовый дворец Эль-Батор, дворец спорта, 50 лет победы, бассейн Далгун, легкоатлетический манеж и спорткомплекс Мадун. Третьи игры «Дети Азии» в 2008 году уже прошли под патронатом Международного олимпийского комитета России. Соглашение СМОК было подписано в мае 2004 года в Лозанне, и с этого момента Международный олимпийский комитет внес игры в свой план и официально разрешил использовать олимпийскую символику. Обновился и талисман игр мальчика Бергена сменил мамонтенок. Интересный факт. В день закрытия игр было объявлено о присвоении имени Международной игры «Дети Азии» алмазу весом 55,7 карата, добытому в трубке «Комсомольская». После принятия игр под патронат МОК статус игр значительно вырос. Подготовка велась уже на федеральном уровне. Был организован оргкомитет. Игры курировало правительство России. В 2008 году игры впервые прошли в нескольких городах. Огонь игр одновременно зажгли в Якутском, Мирном и в Нерюнгри. Четвертые игры стали самыми масштабными по количеству участников. За медали боролись уже почти 2000 спортсменов из 17 стран мира. Быстрее, выше, сильнее. Игры заряжают молодых спортсменов на дальнейшие рекорды, раскрывают их спортивный потенциал. За время существования игр в соревнованиях приняло участие около 7000 спортсменов. По мере расширения географии спортивных соревнований расширялась и культурная программа игр. Наряду с цирковым фестивалем «Мамонтенок» 2008 года ее обязательной частью становится международный фестиваль «Встреча шедевров Олонхо», на проведение которого организаторов вдохновило включение якутского эпоса в список шедевров нематериального культурного наследия. Эти кадры уникальны.
как и сама история проведения международных спортивных игр «Дети Азии». У игр высокая миссия – укрепление мира и дружбы среди детей стран Азии, пропаганда здорового образа жизни. Международные игры «Дети Азии» доказали свой престижный статус. За проведение игр борются крупные российские города. Сейчас «Дети Азии» вносят огромный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. И это важный стратегический вектор развития. «Дети Азии» подают пример стремления к миру, дружбы и сотрудничества. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно!